Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. Но вначале коротко о главном. В Грозном отметили День сотрудника МВД. Глава республики лично поздравил и наградил правоохранителей, а также передал ведомству крупную партию нового автотранспорта. Наш дорогой президент поручил мне поздравить личный состав МВД. Уникальные архитектурные решения и новый уровень комфортного проживания. Новые ЖК в центре чеченской столицы оценил Рамзан Хаджи Кадыров. Вместе действуем для своих. На молодежном форуме в Грозном обсудили традиционные ценности и вопросы поддержки участников СВО. Нам сегодня приходится бороться за наше будущее на всех уровнях и полях сражения. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar el di'dosh amirtun. Shebuynik hiyasha ibi bi'al ha'lata i'arabi hawala el da'wahar. Jim oyla in hayuhwosh is gich del el jwil lirbah sallallahu alayhi wa sallam. Oylin yuhwo mechiner el. Tafakkar al ba'is el. Hati el arabi chu elir hedel el her di'dosh shen madat del mawsha hiyahosh wag el. Shen hu paid bol her elch el. Del sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar yoktum kök halat. Subhanallah elç Allah del hon duhal wistkhil hon sadaqt habaq li el. Subhanallah hu bordu şiyetstem mel boşdol mosu goçumat enu Allah del bo. Alhamdulillah el adal khastam bich sadaqt Allah del duhal wistkhil hon habaq li el. La ilaha illallah elç Allah del duhal wistkhil hon habaq li el. Allahu akbar ahdi lo do doş elç duhal Allah del wistkhil hona صدقت حبق لي ال كل دقه ده كويش احديل حخوج احديل цехич духал хон Allah del wistkhil шхилж. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. В минувшее воскресенье в стране отметили важную дату – День сотрудника внутренних дел. Торжества по этому случаю прошли и в Грозном. Глава региона поздравил правоохранителей с профессиональным праздником, вручил награды и передал большую партию автотранспорта региональному МВД. Подробнее далее в сюжете. Перед началом торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню правоохранителя, Рамзан Хаджи Кадыров передает 50 единиц автотранспорта для нужд МВД. Слова благодарности в его адрес звучат от министра внутренних дел Чеченской республики Аслана Ирасханова. هوشر دون وفندو يلتبع إلى هوشر هوكيوش يعمل نوديشنا فندو ديشنا وصل سونا فدرالنا وصل دون توست بنزي زبشة شيء نوتي بريم أواز كان بطن فريستر هذا إيش وصل بنزي إيش ريمونت زبشة موس أوزيك شو ما يلسرادشنا وصل هو ماشي تيرنكس ديري إيش ليسون فندو ديشنا هذا ولا أسرتوا لا ده شو هذا إيه لوستون السرعة بريستر دوم ماتش برات رمضان وش ده شو سويت وش ده قصة 50 مشاني Глава региона передает поздравления от Владимира Путина. Он отмечает, что благодаря качественной работе сотрудников внутренних дел Чеченская республика находится на втором месте в стране по раскрываемости преступлений. Наш министр только что передал мне, что верховный главнокомандующий, наш дорогой президент, поручил мне поздравить личный состав МВД по Чеченской республике с вашим праздником. Передаю слова президента. Поздравляю вас, желаю удачи, и я знаю, что это от души, потому что как он переживает, я знаю каждый раз
разговор спрашивает и всегда передает мне, чтобы я передавал бойцам слова благодарности, что он всегда поддерживает, что он всегда с нами. В соответствии с указом президента страны, несколько сотрудников получили государственные награды. Так, командиру специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Замиду Чалаеву вручили медаль за отвагу. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждаются орденом мужества полковник Ганшаев Исмаил Сулейманович, заместитель командира 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Медалью за отвагу награждается полковник полиции Чалаев Замид Алиевич, командир специального полка полиции имени Героя Российской Федерации Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, МВД по Чеченской Республике. Медалью за отличие в охране общественного порядка награждается майор полиции Алдибиров Сулейман Рамзанович, заместитель начальника учебного отдела Центра профессиональной подготовки МВД по Чеченской Республике, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Также глава региона вручил ряду сотрудников высшую награду Чеченской Республики орден Кадырова и звание Конах, Герой Чеченской Республики. Указом главы Чеченской Республики за личный вклад в дело защиты интересов Отечества, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, награждаются орденом Кадырова капитан полиции Висмурадов Абутахир Абушейхович, начальник отдела полиции номер 2 по Байсангуровскому району управления МВД России по городу Грозный. Орденом Кадырова награждается полковник полиции Ирасханов Иса Усманович, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чеченской Республике. Орденом Кадырова награждается подполковник полиции Ахмадов Майрбек Хамидович, начальник отдела МВД России по Шатойскому району Чеченской Республики. Указом главы Чеченской Республики присваивается почетное звание Герой Чеченской Республики Конах Алиеву Джабраилу Шайхиевичу. Указом главы Чеченской Республики за личный вклад в дело защиты интересов Отечества, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, награждаются медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Баталгириев Альвий Аднанович, Каимов Сайхан Мусаевич, Эльмурзаев Иса Ахметович, подполковник полиции, Усманов Джамалхан Заиндиевич, капитан полиции, Бетельгиреев Ахмед Сулымбекович, майор полиции, Мутиев Саламбек Русланович, подполковник полиции. Ветеранам органам внутренних дел, получившим ранения в ходе выполнения служебного долга, вручили по 500 тысяч рублей. Деньги выделены региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. По инициативе Рамзана Ахматовича сегодня фондом имени Ахмат Хаджи выделено по 500 тысяч рублей 63 бывшим сотрудникам органов внутренних дел, которые в ходе выполнения служебных боевых задач получили тяжелые увечья. Как всегда, фонд всегда поддерживает самих сотрудников органов внутренних дел, и инвалидов, и пенсионеров. Сегодня, конечно, это очень значимая, ощутимая помощь. В завершении встречи глава региона еще раз поздравил правоохранителей и поблагодарил их за службу. Ислам Мершов, Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В начале недели глава республики обсудил успехи и проблемы в сфере образования на расширенном совещании. Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что во все образовательные учреждения внедряются новые технологии и методики обучения. Однако при назначении руководителей школ и отделов образования требуется более ответственный подход. Вместе с тем лидер субъекта призвал усилить контроль за посещаемостью уроков детьми. Сфера образования республики динамично развивается, проводятся аттестации работников и внедряются новые технологии, говорит Рамзан Хаджи Кадыров, начиная совещание с работниками этой сферы. Система образования за последнее время динамично развивается, внедряются современные технологии и методика обучения. Но результат еще зависит и от того, насколько эффективно и грамотно руководитель подходит к процессу образования, а также от его бережного отношения к школьному имуществу. Недавно прошла неплановая аттестация. По ее итогам будут приняты необходимые меры. В регионе строятся новые детские сады. Во всех будут созданы самые благоприятные условия для детей, докладывает министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев. Уважаемый Рамзан Ахматович, система образования Чеченской Республики за последнее
последние годы, благодаря именно вашей поддержке и постоянному вниманию, динамично развивается. Рамзан Ахматович, в текущем году в соответствии с вашим поручением проведена работа по включению в государственную программу Российской Федерации развития образования мероприятий по предоставлению в 2025-2027 годах бюджету Чеченской Республики субсидии из федерального бюджета на строительство 7 детских садов на 1080 мест. Правительством Российской Федерации принято решение о выделении на эти денежные средства на 3 года в сумме 1 миллиард 345 миллионов рублей. Рамзан Ахматович, это трехлетка, 25-27 год, пока трехлетки царещик, также Рамзан Ахматович, с 25 года начинается новая программа капитального ремонта зданий детских садов. Так, по поручению вице-премьера по социальному блоку Айшата Рамзановны Кадыровой разработано 3 ПСД на 34 детских сада. Это наиболее приоритетные детские сады, которые требуют капремонта. Из них в настоящее время на трехлетку удалось включить 16 объектов. Отдельно министр отметил успехи чеченских школьников в ЕГЭ. Значительно вырос средний балл ЕГЭ по математике на 15 единиц, по истории на 10 баллов, по химии на 7 баллов, по географии и физике на 6 баллов, по обществознанию на 5 баллов, по информатике на 1 балл и составил 38 баллов. Отдельная наша радость, Рамзан Ахматович, это уменьшение количества выпускников, не получивших аттестат. Мы в этом году ставили себе цель не более 5%, но в итоге у нас получилось показатель 2%. Это мы считаем хорошим результатом. В дальнейшем, да, эта работа будет продолжена. Для улучшения условий обучения в образовательных организациях региона были проведены капитальные ремонты и дооснащение необходимым инвентарем. Расходы взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благодаря поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова для улучшения материально-технической базы и санитарно-технического состояния зданий и помещений образовательной организации среднего профессионального образования проведена работа по строительству и капитальному ремонту зданий, мастерских, пищеблоков, актовых залов, спортивных сооружений и обеспечению учебной литературы. Все находящиеся Рамзан Ахматович на территории Чеченской Республики колледжи и техникум сегодня оснащены всем необходимым, и их оснащение состояние составляет даже выше среднего в целом по Российской Федерации. В регионе проводятся тщательные проверки среди педагогов и директоров образовательных учреждений. Об их итогах отчиталась первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики министр Хадижа Кадырова. Обеспечение системы образования квалифицированными кадрами, в том числе руководителями, напрямую влияет на уровень и качество образования. Это важнейший источник и ресурс развития нашего общества. Принимая во внимание ваш контроль в вопросах повышения качества образования в регионе, администрация главы и правительства Чеченской Республики проведет анализ соблюдения и порядка назначения руководителей образовательных организаций, в результате которого выявлен ряд недочетов, что является не только нарушением законодательства, но и напрямую влияет на качество и уровень образования в нашей республике. В текущем году нами было организовано внеплановое тестирование 530 директоров школ, которое было проведено в 2 этапа, и более 80 человек не преодолели минимальный порог. В связи с этим нами было принято решение о проведении дополнительного мониторинга эффективности деятельности с учетом всех показателей рейтинга школ, результаты ГИА, санитарного состояния учебных помещений и прилегающей территории, материально-технического обеспечения, укомплектованности педагогическими кадрами и многое другое. Рамзан Хаджи Кадыров отмечает, что образование – это будущее чеченского народа, и к нему нельзя относиться халатно. Ислам Ершов, Аслан Рисхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава региона провел инспекцию по строящимся объектам в центре Грозного. Возведение сразу 2 крупных жилых комплексов ЖК «Грозный Тауэрс» и ЖК «Платинум» идет активными темпами. Это современные строения с уникальными архитектурными решениями, в которых будет более 1300 квартир и не только. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Инспекции по строящимся объектам Грозного глава региона Рамзан Хаджи Кадыров проводит регулярно. В этот раз он проверил ход строительства 2 жилых комплексов ЖК «Грозный Тауэрс» и ЖК «Платинум». О всех подробностях ему рассказал мэр города Грозный Хасмагомед Кадыров. Разработан район, реагирует массовый требований новых лифты, современные домашние
Комплекс не только отвечает всем современным стандартам качества, но и возводится по уникальному архитектурному решению. Еще одна особенность здания – это высокая сейсмоустойчивость. реально 8 баллов, дом бегать, мокро дороже, ЖК «Грозный Тауэр» состоит из 3 зданий, сейчас строительство на этапе внешней отделки. Его сосед, комплекс ЖК «Платинум», тоже состоит из 3 зданий и находится на стадии возведения основного каркаса. В нем 696 квартир. По словам градоначальника Хасмагомеда Кадырова, никакие проблемы в ходе строительства не наблюдаются. Следующее налоговые и ваш дома и налоговые цены дая, это офшор был Работы по возведению зданий идут активными темпами. К концу этого года планируется открытие комплекса «Грозный Тауэрс». Халима Шахидова, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Молодые патриоты страны. Мы вместе действуем для своих. Региональный молодежный форум под таким названием прошел в Грозном. Его участники обсудили различные темы, касающиеся патриотизма, пропаганды традиционных ценностей, а также поддержки участников специальной военной операции. С подробностями Хава Айдамирова. Региональный молодежный форум «Молодые патриоты страны. Мы действуем для своих» собрал в Российском исламском университете имени Кунта Хаджи представителей органов власти, ученых, общественных деятелей, представителей духовенства из разных регионов страны. С приветственным словом перед гостями выступил ректор вуза Абдурахим Мутушев. Высокий уровень поддержки и ответственности на всех этапах СВО проявляет молодежи, с которой непосредственно связана наша с вами профессиональная и общественная деятельность. Органы власти, общество многое делает для того, чтобы она выросла достойной заветов своих отцов. Сегодня их лучшие патриотические качества ярко и убедительно демонстрируют непосредственные участники СВО, герои нашего времени. В своем выступлении заместитель директора департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Исмаил Эльмирзаев подчеркнул важность данного мероприятия для формирования активной гражданской позиции у молодых людей и воспитания чувства патриотизма. Молодежь – это, без сомнения, является нашим будущим. И нашей задачей сегодня, как старшего поколения, находящегося на разных должностях, это сделать все необходимое, чтобы подрастающее поколение было физически и духовно здоровой, образованной и воспитанной в духе патриотизма. Нам сегодня приходится бороться за наше будущее на всех уровнях и полях сражения, так как наши недоброжелатели прибегают ко всем хитростям, пытаясь тем самым лишить нас наших духовных и традиционных ценностей. Командир ОМОН Ахмат Крепость на транспорте Управления Росгвардии по Чеченской Республике Хусейн Межидов рассказал о постоянной поддержке бойцов на СВО со стороны главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Он подчеркнул важность как моральной, так и практической помощи для поддержания боевого духа и уверенности в победе. DBC Deutsch iştalla boşa zomusu ki perdat perşandak so яйта голосовой вери поднятеш из через радиостанцию да ходить так
Lojajten je also ladvih čiberiš o meri hoxu dašta motivacija vorta ka masiri dogbivič tak mežen škuš davihuč lali šberiš sageram juz do štana dan on bešlo версия ванец ролик шахгина машек табуч. В ходе мероприятия ректор вуза Абдурахим Мутушев вручил коллективу телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова благодарственное письмо за тесное сотрудничество, помощь в освещении мероприятий, проводимых вузом, и большой вклад в реализацию единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики. Помощь в освещении мероприятий, проводимых районе Кунта Хаджи, большой вклад в реализацию единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики. Коллективу ТРК «Путь» имени Кадырова в лице директора Адама Садалхановича Шахидова. Организатором мероприятия выступил Российский исламский университет имени Кунта Хаджи при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов патриотизма, роли молодежи в современном обществе и поддержки участников специальной военной операции. Хава Айдамирова, Юсуф Эжиев, Аслан Висхаев. Неделя. 11 проектов стали победителями конкурса грантов главы Чеченской Республики. На их реализацию выделено 3 миллиона 300 тысяч рублей. Всего было подано 45 заявок. Итоги подвели на заседании комиссии по проведению конкурса в Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. В сравнении с прошлым годом количество заявок значительно увеличилось. Директор департамента Аслан Абдулаев отметил важность проводимого конкурса для некоммерческих организаций региона. некоммерческие организации. Цариха квартиру некоммерческие организации охмахкаха ويدحو школу Ахмад Хаджинек далаз добуду сунацуниек дахчо докдак лоцушку суна моссо некоммерческие организации царах охмахкаха школчнех цараха баркали дешниш алордар ومحكدينا سوهور شرحات ثانية شرطي دونا ثانية شرطي رجونا بزسيلا وشدا دكس بيقام بول. Стрельба на свадьбах может привести к уголовной ответственности. Об этом заявили сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чеченской Республике в ходе пресс-конференции. На вопросы журналистов ответили заместитель начальника управления, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы, полковник полиции Усман Дакаев и другие работники ведомства. В зависимости от тяжести наступивших последствий, этот человек будет привлечен к уголовной ответственности однозначно. Поэтому этого делать нельзя. Еще раз повторюсь, это не игрушки, оружие шуток не любит и ошибок не прощает. Поэтому надо быть внимательным. В ходе мероприятия офицеры Росгвардии рассказали об основных задачах и полномочиях подразделения лицензионно-разрешительной работы. Кроме того, спикеры напомнили о сроках действия разрешительных документов, о правилах хранения и ношения огнестрельного оружия, а также о своевременном продлении разрешительных документов. Арабо-исламский саммит призвал международное сообщество ограничить участие Израиля в ООН, а хуситская группировка успешно провела 2 операции против американского авианосца. Об этих и других новостях в нашей рубрике «Умма». Движение «Хамас» сообщило, что оптимистично настроено относительно создания совместного комитета с Фатх для управления сектором Газа после войны. Ожидаются дополнительные встречи для обсуждения деталей работы комитета. Источник добавил, что основные вопросы уже согласованы. В рамках плана предполагается создание неполитического комитета из технократов для восстановления региона и распределения помощи. Палестинские фракции также близки к согласованию этого плана. Арабо-исламский саммит, завершивший свою работу в Саудовской Аравии, призвал международное сообщество заморозить участие Израиля в ООН из-за его агрессии в регионе. В заявлении осуждаются преступления израильской оккупационной армии в Газе, включая насилие, казни и этнические чистки. Участники саммита обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой создать международную комиссию для расследования данных преступлений. Также выразили солидарность с Ливаном и призвали к прекращению израильской агрессии в этой стране.
Хуситская группировка «Ансар Аллах» провела 2 уникальные операции против американского авианосца и 2 эсминцев в Красном и Аравийском морях, заявил представитель группировки. В видеообращении в соцсети он отметил, что были использованы крылатые ракеты и беспилотники для атаки. Утверждается, что в ответ на американо-британскую агрессию хуситы напали на суда, создавая угрозу для международного судоходства. Американский Пентагон подтвердил, что отразил атаки на эсминцы, но не зафиксировал нападение на авианосец США. Житель Турции Ибрагим Юджилем изо дня в день срывался в своих попытках бросить курить, что наоборот приводило к увеличению курения. Он принял радикальное решение. Изготовил шлем из медной проволоки, а ключ от него отдал жене. Открывают клетку только во время еды и сна. Живет он так уже 11 лет. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Грозном прошла коммуникационная сессия Банка России, посвященная денежно-кредитной политике. В ней приняли участие советник председателя Банка России Кирилл Тримасов, представители органов власти, регионального бизнеса, банков, общественных организаций и научного сообщества. Главной темой обсуждения стала ключевая ставка и ее влияние на экономику страны. Вот очень часто приходится слышать, что Банк России, повышая ключевую ставку, делает кредит менее доступным. Это не так. Повышая ставку, мы, наоборот, стремимся как можно быстрее вернуть инфляцию к цели и сделать кредит более доступным. Если мы сегодня при высокой инфляции снизим ключевую ставку, то, поверьте, это не приведет к большей доступности кредита. Это сделает кредит менее доступным. Кирилл Тримасов объяснил причины повышения ключевой ставки до 21%, а также ответил на вопросы участников о будущих решениях Банка России, факторах, влияющих на курс рубля и доступности кредитования. Ключевая ставка – это основной инструмент политики таргетирования инфляции, которой мы придерживаемся с конца 2014 года. Меняя ключевую ставку, мы воздействуем на совокупный спрос в экономике. И чтобы в экономике была ценовая стабильность, чтобы инфляция была на уровне цели, а напомню, в России цель составляет 4%, годовая цель по инфляции. Вот для этого экономика должна находиться в сбалансированном состоянии. То есть динамика совокупного спроса должна соответствовать нашим производственным возможностям. И вот меняя ставку, мы адаптируем спрос, совокупный спрос в экономике к возможностям предложения, обеспечивая тем самым ценовую стабильность. В Аргунской гимназии номер 13 имени Деникаева обсудили вопросы допризывного воспитания молодежи, популяризации здорового образа жизни и профилактики правонарушений. Об этом с учащимися говорили воины-интернационалисты и представители общественных организаций региона. Также для школьников подготовили викторины. Добавлю, что организатором встречи выступило Министерство Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям, печати и информации. Для нас очень важное дело, которым мы занимаемся. И важное дело для нашей республики. И именно с этой целью создаются всевозможные учреждения, где вот проповедуется здоровье, интерес к здоровью. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.